Это не украинская тема, конечно, но можешь в двух словах оценить, что это такое. И... Почему не украинская? Это очень даже украинская тема. Все там пишут, что зачем следить за судьбой Навального, Крым не бутерброд, там Навальный... Да, все правильно, но, во-первых, это очередное применение фактически в Европе химического оружия. И если бы Украина себя умно вела, то мы могли бы сейчас присоединиться к сонму голосов разума и кричать, что нужно вводить санкции, потому что они нарушили, опять уже доказано, что они нарушили конвенцию по нераспространению. Химическое оружие. Химическое оружие. Но слушай, там Европа уже говорит, что не мы только ждем ответа от России, что возможных санкций-то никаких не будет. Может быть, но скорее всего, я думаю, что это уже так дело не простят. Ну, персональные ведут против кого-то. Но это же фигня. Фигня, но опять-таки мы могли бы это использовать, это раз. Мы молчим. То есть мы молчим, мы ничего не говорим. То есть вообще мы сейчас заняли по отношению к России такую позицию, вот, не вижу, не слышу, не активную. Вот. Потом убийство, здесь же у нас Вороненкова, Шеремета. Я до сих пор не верю, что Шеремета, например, убивал Андрея Антоненко. Вот я его хорошо знаю, своего товарища. То есть Россия до сих пор позволяет себе убивать и у нас на территории. Его, кстати, мог и Лукашенко убить. Шеремета, да. Почему? Объясню. Эта логика такая, вот некоторые не понимают, а мне рассказывали белорусские оппозиционеры, что у Лукашенко есть такая диктаторская людоед. Он на самом деле убийца. Он никакой не смешной батька, не картофельный диктатор, там, не ха-ха-ха, да. Это человек, у которых десятками люди пропадали просто из никуда. Просто их не были и нет. Утром были, вечером нет. Но мне рассказывал то ли сам Павел Шеремет, то ли кто-то из оппозиционеров других белорусских беженцев, что он именно убивает, казнит тех, кого он лично знал. Вот если ты, допустим, даже оппозиционер, лично с ним не работал, не знаком, не общался, то ты еще как-то можешь отделаться там иммиграцией и так далее. Но если он его лично знал, то этот человек приходит в его больном мозгу в ранг предателя и становится релевантной целью. Да, и он не забывает ничего. И вполне возможно, что Пашу и взорвали ты по заказу его. Может быть, что угодно, но может быть, что угодно. Я просто напомню, что спецслужбы Беларуси и спецслужбы России работают в связке. Это одно и то же, по сути. Да, вспомним историю того же Гриба, которого выманивали на территорию и так далее. Поэтому тут все что угодно. Поэтому Навального, это дело надо следить, потому что сегодня это Навальный, вчера это Скрипаль, а завтра это может быть Ющенко, между прочим. Кстати, да. Ющенко. Мы забыли, да. Я хочу напомнить, как они, россияне, сейчас уже доказано, что самолет с Качинским и всем высшим политическим руководством, учеными, что мне вообще отдельно жалко, писателями, лучше элитой нации, был взорван и на борту находилось... Слушай, малазийский Боинг, который был сбит, там погибло только Германии 40 граждан. Германия ввела за это какие-то санкции против России? Ничего. Никаких.